Недавно мной было опубликовано видео, в котором я рассказывал о том, что в чеченском языке сохранилось свидетельство о наличии у нас обряда деформации черепов, известного как обряд, распространенный у алан и сарматов. Это искусственное удлинение черепов. И я задал вопрос, есть ли у наших соседей, других народов, которые также претендуют на аланское наследство, есть ли в их языке такие свидетельства, доказывающие, что у них тоже был этот обряд. И в Фейсбуке со мной в комментариях здесь подступил один подписчик под ником Азамат Кантемир, заявив, что в их языке, в осетинском, тоже есть слово такое, слово «рыпперсар», и буквально он переводится как деформированный череп, и с таким же выражением «персар» они раньше обращались как господам, и они буквально так, второй смысл этого слова был «господин». Ну, как мы знаем, осетины ираноязычный народ, и я просмотрел все иранские языки на наличие этого слова в них, и ни в одном слове, даже близкого по звучанию к этому слову, со значением «рыппер», со значением «деформированный», я не нашел. «Сар» — голова, он пишет, а «рыппер» — деформированный. И «рыппер» ни в одном иранском языке такого слова нету. Потом я решил разобраться, откуда это слово взялось в осетинском языке, если оно не иранское. Как вы все, наверное, знаете, в чеченском слове есть такое выражение «рыбвехкан» или «рыбьехкан». Это деформировано что-то. «Вехкан» сделано, а «рыб» деформировано. И отсюда мы видим, что «рыппер», если в ихнем это деформация, но идет из нахского слова «рыб». И оно заимствовано из нашего языка. Если в их языке есть со словом «господин», со смыслом «господин» слово «рыпперсар», то это нахское слово, и они должны были с этим выражением обращаться к нахам, скорее всего. Также он мне написал, что слово «алан» происходит не от нахского «эла», а от осетинского «алдар», который тоже с осетинского никак не переводится, поэтому он «алдар» связал с осетинским «армдар», «арм» — рука, и «дар» — держать. Вот так он пишет. Давайте с этим разберемся. Во-первых, слово «эла» с «аланом» связал не я, а их основной идеолог аланизма осетин Бабаев, который пишет, что алан в самом осетинском языке слово не сохранилось, но на чеченском варианте ала, эла сохранилось, и это доказывает, что осетины были аланами. Но Абаев не учел, что, или тогда еще не было известно, что слово эла, ала — это не иранское слово, опять-таки. Позже в хуритских и уральских надписях было найдено это слово со значением «князь-правитель», и с корнем «ала» — говорить, приказывать. И они обожглись на этом, и теперь Азамат Кантемир мне пытается доказать, что оно не связано, как говорит Абаев, с «эла», «ала», а говорит, что оно связано с «алдар». Это дворянский титул. От слова «алдар» происходит от «арм», «дар». «Арм» — рука, «дар» — держать. Ну, во-первых, если слово «алдар» в осетинском не имеет никакого значения, то оно в нахских языках имеет значение, никак его не нужно разбивать, переставлять буквы, как это делают наши соседи, любители истории. «Ал» — князь, «дар» — делать. Буквально княжить с нахских языков. «Алдар» — это княжить, говорится «алдар». И это нахское слово. И мы знаем, что Дударов и другие княжеские фамилии алан были нахского происхождения из Тайпа-Вяпи. Отсюда, наверное, и алдары. А алдары княжили над ними наши алдары. И теперь разберем слово «армдар». Опять-таки я обратился ко всем известным персидским языкам. И ни в одном языке «арм» со значением «рука» нету.
И отсюда мы увидим, что арм, если в осетинском языке как рука есть, то оно ими заимствовано из какого-либо кавказского языка соседнего. А дар, опять-таки, тоже в ни в одном из иранских языков в смысле держать тоже этого слова нету. Держать, не делать. Но оно есть именно в нахском языке. Дар делать, держать. Дар армдар, если это даже руку держать, то это опять нахский глагол. И отсюда понятно, что те аргументы, которые он мне пытался привести, наоборот, он мне дал руки козыря против себя. И даже если армдар, и даже если это не было бы нашим словом, или если мы буквально даже переводилось бы с иранского языка, опять-таки армдар с князем никак связать, я не знаю, по-моему, невозможно, потому что армдар, руку держать, это скорее дипломат, а не князь рукодержец.